Еще неделю назад автовладельцы платили 48 рублей за литр 92-го и 58 рублей за литр 95-го бензина. Но уже сегодня стоимость 92-го колеблется от 55 до 59 рублей, 95-го от 61 до 67-69. Повышение цен на топливо началось еще в мае этого года. Специалисты Министерства экономики и руководители топливных компаний отмечают, что до настоящего времени рост цен удавалось сдерживать благодаря запасам. Чтобы было понятно, на сегодняшний день себестоимость топлива, закупленного в России, доставленного в Абхазию, порядка, наверное, 60-62 рублей. То есть вы видите, что на стеле бензин стоит 55 рублей 92, а его себестоимость на 6-7 рублей дороже. То есть вот эти запасы позволили нам сдерживать цену и позволили не поднимать ее резко. Сегодня нефтепродукты приходится покупать по высокой закупочной цене. Например, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торга пятницы второй день подряд обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, сообщает РИА Новости. Ситуацию с ростом цен также прокомментировали сразу несколько топливных компаний – Алхан, Апснеойл, Азит. Все они отмечают высокую закупочную цену на российском рынке. С начала года стоимость 1 литра приобретенного топлива АИ-95 участниками рынка Абхазии в среднем составляла в феврале-марте 33-35 рублей, в апреле 40-41 рубль, в июле-августе 51-52 рубля. Разница в ценах зависит от стоимости приобретения нефтепродуктов участниками топливного рынка. Механизм беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующий в рамках межпрофсоглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает. Однако низкий уровень таможенной пошлины $5 за 1 тонну или до 500 рублей на 1 тонну не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов. Цены на ГСМ в республике формируются с учетом стоимости приобретения нефтепродуктов, НДС, таможенного сбора, услуг по сертификации, доставке и хранению топлива. Еще одна причина роста закупочных цен – закрытие крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на сезонные работы. Следовательно, сокращается объем топлива, который поступал в продажу. А значит, не хватает ресурсов, что приводит к росту цен. Другая причина – туристический сезон. В России закрыты южные аэропорты, а железнодорожный транспорт не справляется с огромным потоком туристов. Многие из них передвигаются по территории России, в основном на автомобилях. Весь объем топлива, порядка 100 тысяч тонн, я имею в виду сейчас республику, в Российской Федерации, то мы связаны и привязаны к стоимости, которая формируется и сформирована на биржах и на рынке Российской Федерации. Хочу отметить, что это явление сезонное, это происходит каждое лето. Причины на это очень простые. Увеличилось потребление самого топлива в связи с тем, что перегружены и железнодорожный транспорт, и авиатранспорт. Вы знаете, что все аэропорты на юге России закрыты, соответственно, кратно увеличилось количество людей, которые пользуются автотранспортом в сезон отпусков для передвижения по стране. Аналогичная ситуация с ценами на топливо и в Южной Осетии. Если в середине июля стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до 46, 47, 50 рублей, то в начале августа его цена возросла в среднем до 51-53 рублей. По словам директора ГУП «Югосетнефтьпродукт» Сослана Джихкаева, подорожание топлива в республике связано с ростом его закупочной цены в России. Более того, в Южной Осетии наблюдается небольшой дефицит бензина марки АИ-92, так как Россия снизила объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. Еще одна причина, наблюдающаяся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже – волатильность цен на нефть и усложнение логистики. Прогнозировать дефицит каких-либо видов топлива в Абхазии пока сложно. Все зависит от пропускной способности железной дороги летом и своевременной поставки оплаченных объемов топлива. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.